очень рада, что сегодня такое мероприятие проводится заблаговременно. Вот. И хотелось бы отметить несколько моментов. Во-первых, здесь послушала и наблюдается некоторая разрозненность. Есть ощущение, что каждый тянет на себя одеяло. Да, безусловно, наука должна параллельно идти разрабатывать нашу собственную технику. Второй вопрос. Насколько ли практичны аэросани и насколько ли они, так сказать, затратны в плане обслуживания, в плане вообще эксплуатации? Лучшие практики существуют или как? В-третьих, я соглашусь с Игорем Владиславовичем, да, так как это очень дельная мысль, очень дельные слова по обслуживанию этой трассы по северным районам, так как климат все-таки меняется, и он все-таки в скором времени сюда, к центральной Якутии подтянется и дальше. Вы заметили, что у нас здесь ветра стали сильные, и эта проблема перейдет уже сюда. Я думаю, что нужно будет сейчас разработать оптимальный какой-то проект по обслуживанию автозимников, начиная с севера, с крайнего севера. Вот, допустим, Нижняя Колыма, Аргахтах, Андрюшкино. Андрюшкино самый отрезанный поселок Нижнеколымский район. Вот это определенная проблема. Сейчас он отрезан практически круглый год, потому что вода постоянно стоит, и снега настолько много, что это несет за собой катастрофические последствия. Это и хозяйство полностью, это и обеспечение продуктами, это все дела. Помимо этого, в прошлые года я говорила о том, чтобы обеспечивать также автозимники, которых пока еще практически не существует там, на севере, обогревательными пунктами. Эти же пункты, как вы говорите, будут и обслуживающими автозимников. Потому что зачастую народ ездит огромные расстояния, рискуя своим здоровьем и жизнью. Многие застревают, и умирают, и от холода в том числе. Я предлагаю сейчас вам аккумулировать все свои мысли, средства, все, что мы имеем сейчас, и уже нацелено, так сказать, все вместе уже проработать план, как это можно сделать, улучшить, потому что каждый район будет сейчас за себя говорить. Везде условия разные, но нужно найти тот оптимальный вариант, менее затратный, эффективный и уже со всеми последующими обслуживанием. Ну, по минимуму затрат, ранних фразы и все. Да? Где-то зимник надо накатывать, безусловно. Намного дешевле и эффективнее, в разы. Нельзя чистить до тундры, а в сметах везде почистка до тундры. Во-первых, в тундре плохо. А накатывать там участки по 10-15 километров и никаких проблем. Потом можно вообще деньги всю зиму не тратить. А мы чистим, она тоже забывает. Опять машины же грузят, они продавливают. Лучше так тоже делать. Продавливают. Сейчас машины груженные идут, дай бог, на Билибино, вот это все. И получается, что мы делаем накат, да, легковые машины легко ездят. А как только туда залезает этот большой груз, он такую колею нарежет, а потом будет... Не, здесь вот особенность, у меня есть Хурура, Барагон, да, и мы накатываем там дорогу 240 километров. Да, и завозим топливо. Да, сейчас уже кто еще будет желать сказать, пожалуйста. Есть предложение?